Здравствуйте, вы смотрите программу Freedom Live на информационном портале Гагауз Медиа в прямом эфире, а также слушайте нас на волнах Просто Радио. Сегодня мы поговорим о 19 августе, дне провозглашения Гагаузской Республики. В этом году исполняется 27 лет со дня провозглашения Гагаузской Республики. Тема сегодняшней программы — из Гагаузской Республики в Гагаузскую автономию. Консенсус или уступка. И сегодня гости нашей студии: Федор Иванович Мариноглу, один из основателей Гагаузского движения; Сергей Михайлович Бузаджи, заместитель председателя муниципального совета Чадырлунги; Михаил Серкели, директор неправительственной организации «Пилигрим Дема Гагаузии». Здравствуйте. Здравствуйте. Федор Иванович, у меня будет первый вопрос к вам. Вы стояли фактически у истоков Гагаузского движения и помните те годы, когда была образована Гагаузская республика. Как это происходило и какая идея двигала людьми, которые добивались этого? Итак, я просто обрисую плоскость, юридическую плоскость, фактологическую плоскость того времени. Итак, 12 ноября 1989 год провозглашена Гагаузская Советская Социалистическая Республика. Идут выборы в Верховный Совет. 13 депутатов из Гагаузского региона становятся депутатами Верховного Совета Молдавской ССР. Впервые в истории молдавской государственности гагаузы в повестку сессии ставят гагаузский вопрос о автономии. Я считаю, что это была историческая дата, исторический факт. Впервые в истории гагаузского народа ставится вопрос на уровне парламента, на уровне государства, вопрос о государственности гагаузскому народу. Я считаю, что этот факт надо как-то отмечать хотя бы в докладах или когда мы будем вспоминать об этих событиях. Дальше. Самое главное, что в повестку дня очень трудно удалось включить этот вопрос. Все гагаузские депутаты выступали, поддерживали приднестровские депутаты. Но в конце концов последнее слово было у Васильева Йов, потом он стал министром автодорожного хозяйства Республики Молдовы, и он сказал: давайте включаем повестку дня, а потом уже посмотрим, примем мы автономию, отвергнем автономию, все решит будущее. А давайте включим, на этом будем двигаться дальше. И так будет включен в повестку сессии гагаузский вопрос. Итак, и вот наступает 25 июля. 26 июля рассматривается гагаузский вопрос. Все гагаузы собрались в гостинице «Кодры» и решили так. Это те 13 депутатов? Да, все 13 депутатов, все. Значит, решили так, каждый выступает, каждый готовит доклад, кто по экономическому, по историческому, по юридическому, то есть должны быть прения, как обычно, по этому вопросу. Мне поручили, я по культуре, и еще поручили мне задание, если в случае гагаузский вопрос отвергается, то есть если гагаузам отказывают автономии, то я выхожу на трибуну и выступаю текстом протеста, и текст должен был написать я. Я Федор Ангель, он бывший депутат-корреспондент, говорю: а вы что не беретесь протест? Давайте сделаем, а утром я проверю, посмотрю, как все получится. Утром он взял, прочитал, я: все нормально, все, идем в зал. И вот, наконец, наступает час нашего вопроса. Арсений, председатель постоянной комиссии по национальным вопросам, выступает, и в конце вывод комиссии, что гагаузского народа нет, это есть этническая группа, это поэтому согласно и международным, и внутренним законам, и Советского Союза, и по национальным вопросам, значит, коммунистическая партия и тому подобное, гагаузам не имеет права на самоопределение. Тогда я выхожу на трибуну и читаю протест, и говорю, что в связи с тем, что гагаузский вопрос, предоставление автономии отказано Верховным Советом Молдавской ССР, спасившая судьба гагаузского народа принадлежит только ему. И мы демонстративно вышли из зала. Все 13 депутатов? Все 13 депутатов. После этого, конечно, было принято решение собрать, что будем делать дальше. Надо что-то сделать, продвинуться дальше и как-то сполошить весь мир, как-то общественность опять обратить внимание на гагаузский вопрос. И тогда было принято решение, что давайте мы
тем более уже был принят такой опровержение пакта Риббентропа, согласно которого Бессарабия отошла, Советскому Союзу отобрана, поэтому оказалось, что Молдавская Советская Социалистическая Республика в 1940 году, которая была создана, оказалась не в правовом поле. Оказывается, такого государства сегодня, после этого принятия решения, нет. И оказались мы свободны, поэтому мы имеем возможность определиться. И 19 августа гагаузы воспользовались этим юридическим моментом и отказом Верховного Совета Молдавской ССР в праве на автономию гагаузы и объявили на весь мир следующий уровень своей государственности. Гагаузская республика в составе Советского Союза. То есть, если я правильно понимаю ту хронологию, которую вы рассказываете, когда Иван Георгиевич Бургуджи ссылается о том, что Гагаузская республика была объявлена раньше на этой территории, чем независимость Республики Молдова, то он ссылается на этот факт, что был отменены последствия пактов Молотова-Риббентропа, и такого государства не было. Да, это де-факт. Сергей Михайлович, на ваш взгляд, вот в тот период становления гагаузской государственности и то, что была провозглашена Гагаузская республика, насколько она себя оправдала, и нужен ли был этот шаг гагаузскому народу, и что он дал впоследствии? Да, интересный вопрос. Кстати, все эти решения, которые принимались съездами всех уровней Гагаузии и в 1989 году, и в 1990 году были отменены чрезвычайными заседаниями Верховного Совета Молдавской Советской Социалистической Республики. Верховного Совета, да. 21 августа, после провозглашения Гагаузской Республики, 19 августа, это решение также было отменено. Но, тем не менее, 4 года просуществовала Гагаузская Республика. И, естественно, конечно, если бы не было Гагаузской Республики, мы бы не имели возможность иметь в нынешнем виде автономию гагаузскую. Этот закон был принят спустя 4 года. Поэтому, безусловно, все эти события, они, конечно, имели какую-то последовательность. Да, у нас были в это время проблемы. Гагаузия стояла на пороге гражданской войны, Гагаузия и Молдова. И надо дать должное нашим, скажем, представителям как со стороны Гагаузии, так и со стороны Молдовы. Все-таки нам удалось этот шаг пройти, скажем так, без крови. И поэтому автономия получилась, конечно же, на базе Гагаузской республики. Не было бы автономии, если бы не было Гагаузской республики. Сергей Михайлович, возможно, что мой вопрос будет не по адресу, но вы все-таки представляете Чедерлунгу. И в тот период Чедерлунгский район возглавлял Дмитрий Васильевич Крайтор, когда был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии, то есть в преддверии уже 94 год. И сегодня как бы есть такое мнение, что тогда Дмитрий Васильевич Крайтор принял решение и подчинялся Кишиневу, тем самым как бы практически игнорируя структуры Гагаузской республики. И вот сегодня есть такое мнение, что в принципе это и послужило тем, что Гагаузская республика была уступлена взамен автономии. Вот как вы придерживаетесь к этой точке зрения? Я не знаю, я не присутствовал на политическом поле в тот момент, и я бы сейчас не хотел давать оценку тем событиям, которые происходили тогда. На тот момент я являлся студентом Молдавского государственного университета, и, скажем, эти события мы наблюдали с Кишинева, все эти блокады. Мы домой ездили через Одессу, когда поезда ходили, и было очень сложно. Поэтому, что происходило в тот момент, я, конечно, знаю, исходя из архивных данных, проработал 8 лет в администрации района. Но послужило ли это некой уступкой, скажем, и торгом, я сейчас не готов сказать. Да и не думаю, что это было основной причиной придания автономии Гагаузии. Я думаю, что были совершенно другие причины, а именно желание все-таки решить вопрос мирным путем. И мы видим, что сегодня Приднестровье, не являясь никаким субъектом ни международного публичного права, не находясь ни в правовом поле Республики Молдова, сталкивается с многими трудностями. Граждане, жители этого Приднестровского региона, с чем не столкнулись мы. Хотя у нас свои проблемы, конечно, во взаимоотношениях с молдавскими властями, но тем не менее то, что мы избежали военной конфронтации и кровопролития, это основное достижение, скажем, гагаузского народа. А то, что будет происходить дальше, конечно, мы в ходе сегодняшней дискуссии обсудим,
потому что очень много недочетов, очень много желаний, горячих голов сегодня в Кишиневе, которые не хотят видеть. А в Гагаузии их нет? Не хотят видеть автономию в том виде, в котором она существует. Но когда мы говорим, считаем, что этого в Кишиневе, мало. в Гагаузии горячих голов нет сегодня? Ну, горячие головы, смотря что вы имеете в виду. Ну, смотря что имеете в виду вы. Я имею в виду людей и элиты, отвечать вопросом на вопрос, да? и элиты, которые не хотят, чтобы автономия была как такова. Вот что я имею в виду. Ну, я думаю, что эта проблема есть и внутри самой автономии. Михаил, период становления гагаузской автономии, Гагаузской республики, с точки зрения политического какого-то кредита, который получил ли гагаузский народ в тот момент, и что это дало гагаузскому народу в этот период? Ну, гагаузскому народу это дало автономию. Это единственное государственное образование, если можно его так назвать, у гагаузов во всем мире. Больше нет нигде автономии. Ни у гагаузов в Болгарии, ни у гагаузов в Греции, ни у гагаузов в Украине, ни у гагаузов там небольшой части, которые проживают в Бразилии. Да? То есть только здесь. И центр гагаузов, по большому счету, находится здесь. Формально, если так. Я не был участником тех событий. Мне было тогда, в 90-м году, мне было 9 лет. Единственное, что я помню по тем событиям, это мы были в гостях у друзей моих родителей, у друзей нашей семьи. И в 10-11 часов вечера было объявление по радио, что нужно выходить и защищать Гагаузию от волонтеров, да, которые сосредоточились тогда, если они в Чукур-Минжире, да, в Чимишлийском районе. Вот это единственное смутное воспоминание, которое я припоминаю. Почему вот вы затронули вопрос по поводу Дмитрия Васильевича Кроитор, да? Из того, что я знаю, да, изучал, общался с людьми, прежде всего представителями правоохранительных органов, тогда Кишиневу не подчинялся только первый и второй этаж. Здание, которое сегодня принадлежит структурам власти, где находился, соответственно, Верховный Совет и правительство Гагаузской республики самопровозглашенной. Остальные структуры, школы, полиция, да, они все подчинялись Кишиневу. То есть влияние Кишинева, кишиневских официальных структур, Министерства внутренних дел, Министерства образования, Министерства здравоохранения на территории самопровозглашенной Гагаузской республики было полным и безоговорочным. И у меня есть диплом моего Шурина, да, который закончил в 93-м году 9 классов. И у него диплом, аттестат о завершении 8-летки был выдан Министерством образования Республики Молдова, где было на румынском написано, что и даже язык изучения не был молдавский, да, именно было Гагаузской республики, которая, в принципе, противостояла тогда объединению Молдовы с Румынией, было написано, что предмет румынский. Поэтому и это стало причиной того, что мы пошли на компромисс и уступки и приняли гагаузскую автономию, потому что, и это, по-моему, неоднократно заявлял тот же Леонид Добров, один из участников этого движения, что возникло понимание, что Гагаузская самопровозглашенная республика сама просто-напросто не выживет, не сможет обеспечить себе самостоятельность по ряду причин. Во-первых, вы видите, как мы географически очень сильно разбросаны по Гагаузии. В Гагаузии сегодня 4 анклава. Да? Это основная часть Камарадский Штырнский район, Капчак, Вулканежский район, Карбале. 4 части, по большому счету. То есть географически невозможно обеспечить какое-то единство. Ну и во-вторых, слабый потенциал экономический и даже человеческий. Да? И это, в принципе, все привело к тому, что здесь поняли, что лучше, в принципе, мир и автономия, чем вот это бесконечный непризнанный статус, который имеет сегодня, допустим, тоже Приднестровье, неопределенность, подвешенность в международном правовом поле. Но, возвращаясь к тому вопросу, что дала провозглашение Гагаузской республики? Если бы не было провозглашения Гагаузской республики и не смелость депутатов 13, о которых говорил 12 да, в парламенте, то, в принципе, не было бы Гагаузской республики, и, как следствие, не было бы Гагаузской автономии. То есть, с моей точки зрения, это важная веха в истории гагаузского народа. К ней нужно относиться исключительно как к периоду, который был необходим, да, который закончился. Сейчас новый период в истории гагаузского народа, проживающего на территории Республики Молдова. Это
гагаузскую автономию, которую нужно развивать в экономическом, культурном, и в социальном и политическом плане. И главным партнером в этом вопросе, с моей точки зрения, является Кишинев. Не Москва, не Брюссель, не Вашингтон, а именно Кишинев. И если мы хотим развивать гагаузскую автономию, то мы должны выстраивать рабочие и прагматичные отношения именно с Кишиневым и, безусловно, пользоваться поддержкой международных партнеров, которые готовы нам эту поддержку оказать. Федор Иванович, после провозглашения Гагаузской республики и того поступка, который сделали депутаты, которые были в составе законодательного органа страны тогда, момент того, когда настало вот противостояние, о котором вот говорили наши коллеги, как это воспринялось здесь в Гагаузской республике и как удалось уйти от кровопролития? Вот я вам скажу, чуть-чуть не соглашусь с ним. Почему? Да, С Михаилом. Михаилом, да. Я извиняюсь. Значит, да, мы провозгласили Гагаузскую республику в составе Советского Союза. Это очень важно, что мы и Молдова были еще в составе СССР. И это нам давало возможность... Хорошо, а СССР нас признал? Подождите. И мы сейчас не об этом говорим. Давало бы возможность, ну, там шла работа, давала бы возможность, но другой вопрос. Она ничего не предпринимала, поэтому надеется, поэтому вот это он правильно. Вот здесь были мы, а здесь государственные структуры работали, функционировали. Если бы они функционировали, у нас не было бы аттестатов, правильно говорят, не было и того, и этого. Но вы согласны с тем, что здравоохранение, образование о чем я говорю? подчинялось Я же вам Кишиневу? все показываю. Внутри этого мы были по периметру функционируют государственные структуры. И здравоохранение, и образование, и экзамены сдавали, и на уровне получали аттестаты, все. Но вопрос стоял о Гагаузской республике. И она стояла, и вопрос решался. Можно было, как крепости закрылись, и будем год, пока, как говорится, не упадем с голода. Да? Но вопрос, надежда была, что Советский Союз все-таки будет, и Советский Союз наконец-то воспрянет и скажет свое слово, и наконец-то, тем более, стоял заключение нового договора союзного, и на это надежда была. Поэтому вот то, что по периметру функционировало, это было нормально, это было хорошо нам, потому что благополучно было. Значит, почему только Крайтор это сделал, на уровне каких документов он это сделал, на уровне чего сделал, и как функционировал Чадрутский район, как функционировал Вулканецкий, и как функционировал при этом Камрадский, откуда денежное финансовое течение было и финансирование, все это надо определиться, чтобы потом вы могли сделать, ему заключение сделать. Поэтому я думаю, что сейчас не надо говорить, это было Крайторовское. Я сказал, что есть такое мнение, я ничего не утверждал. Да. Ну, послушайте, Чадрунский район вообще особый район. Да? В Чадрунском районе были очень сильно так называемое болгарское лобби. И не нужно это забывать. И оно и сейчас очень сильно. И поэтому один из сильнейших колхозов был болгарским, село Твардица, который имел не последнее слово в Чадрунском районе. И поэтому, а у болгар было свое отношение по поводу Гагаузской республики. Поэтому тот факт, что Дмитрий Васильевич Колесов принял другое мнение, оно, в принципе, и объяснимо. Может быть, и это. Значит, я бы хотел чуть-чуть Федор Иванович, продолжить, потому что вы хотели. А что получилось? Конечно, вот оплошность у молдавских депутатов была как такая оплошность. Они не предвидели, что мы воспользуемся этим моментом, что действительно аннулирование Молдавской Советской Социалистической Республики дается прорыв для самоопределения гагаузов. И эта территория, они понимали, что эта территория, если взять преемственность проживания здесь народов, то здесь проживали, ареал тюркских народов был постоянный. И, так сказать, вытеснять на базе этого они не могли, они понимали. И поэтому она ждала и реакции со стороны и тюркского мира, и со стороны Европы. И поэтому она и не очень-то предпринимала активные, но всегда есть лидер, который провоцирует, и это был Мирча Друг. И потом на поводу пошел и Мирча Снегур, и повели волонтеров на Гагаузию. Но Мирча Снегур потом исправился. Хотя они знали, что они хотя знали, что надежда, что кровопролития не будет, что Гагаузы все-таки уступят, все-таки они отойдут. Но оказалось, что гагаузы уперты и не отошли, и пришлось
им возвратиться по логике вещей. И советовали хорошие, большие дипломаты мира, советовали им, поэтому они отошли. Кстати, дискуссии по судьбе гагаузского народа велись еще с 80-х годов 20-го столетия. И лишь в 1989 году при стечении обстоятельств, в том числе и перспективы развала Советского Союза, возникли все эти движения наши национальные и так далее. Но мне кажется, что основной источник или основной фактор создания Гагаузской республики это то, что в Кишиневе на тот момент был очень серьезный разгул, махровый разгул национализма, румынского национализма, чего, собственно говоря, и испугались наши люди. Унионизма, скажем так. Или унионизма, да, и национализма, все вместе, потому что было очень опасно ходить по Кишиневу, потому что если ты говорил на русском языке или на гагаузском, тебя могли запросто избить там, полиция на это не реагировала. Все это я видел, и поэтому это в том числе и это явилось, скажем, основанием и желанием гагаузского народа все-таки не иметь ничего общего с тем, что происходит на тот момент происходило в Кишиневе. Ну, по сути, общаясь с исследователями, да, зарубежными, которые изучают вот эти вот движения, один из исследователей из США был недавно, я забыл имя этого человека, он изучал вот эти вот движения сепаратистские на территории бывшего Советского Союза. И он прибыл, ну, как бы с визитом в Михаил, Гагаузию. да, корректно ли использовать формулировку сепаратистского движения даже вот в отношении к провозглашению Гагаузской республики? Ну, это было движение за отделение. А сепаратизм имеет четкую формулировку. Separation от английского слова, а сепарат, то есть Мы будем отделиться. считать, что последствия пакта Молотова были отменены, поэтому здесь... Ну, послушайте, по поводу пакта Молотова-Риббентропа это спорный вопрос. Я не об этом хочу сказать. Я хочу сказать о другом. Мы не будем даваться сейчас. Я хочу сказать о другом. Вот о чем продолжить мысль Сергея Михайловича. О том, что движение Гагауз Халкы, оно зародилось в середине 80-х или в начале 80-х годов. Движение Гагаузской Халкы это было 88 год. Ну, а чуть раньше зародилось движение за гагаузский язык и гагаузскую культуру. Да, это было трое. Это я, Добров, Булгар, Добров, Новак, Савастин, человек 10. Да. И часть из них пострадали от советского режима за продвижение Меня выгнали идей. с работы, Да. Доброва посадили в психиатричку. Вот. Так вот, исследователи говорят, что они читают подшивку газет того времени, 80-х годов. И они видят, как происходит сдвиг этого движения, да, от прогагаузского, за гагаузский язык и гагаузскую культуру в сторону сохранения российского языка. И это связано как раз-таки русского языка. И это связано как раз-таки с усилением унионистских движений в Кишиневе. Потому что в Гагаузии видят угрозу во всех этих требованиях и желании фронта, да, унионистского фронта объединиться с Румынией. В Гагаузии в этом видят угрозу. Потому что здесь никто не говорит на румынском языке и так далее. Вот это вот движение, вот костяк интеллектуальный, который был в Камрате, он в принципе больше делает такой сдвиг очень серьезный в сторону отделения от Молдовы, потому что они видят в этом угрозу. И поэтому возникла вот эта Гагаузская республика. Если бы в Кишиневе пошли более умным путем и эти настроения унионистские не доминировали, вполне возможно у нас бы никогда не возникло движение за создание Гагаузской республики. Это моя интерпретация. И не может быть, а точно, потому что если бы на тот момент политическая элита молдавского народа, если можно так ее назвать, потому что были однозначно бывшие коммунисты, пусть они перекрасились в унионистские цвета, но тем не менее, если бы было принято решение на уровне парламента о придании статусу русского языка второго государственного, Ну так предали же в 89 году. мы бы сегодня не имели ни Приднестровья, может быть, и ни Гагаузской автономии. Вот я бы Федор хотел Иванович. прийти к началу нашего вопроса. Все-таки это уступки или компромисс? Мы к этому придем в конце. завершении программы. Нет, я хочу сейчас сказать следующее. Говорит, посмотрите, мы, депутаты Гагаузского региона, пришли в парламент с провозглашенной Молдавской автономной, Гагаузской автономной Советской Социалистической Республикой. И потом не то что отступили до Гагаузской республики в составе уже Молдовы. Это в 91-м же независимость была, поэтому Москва уже никакой роли не играла. Поэтому она могла самостоятельно принимать решения и не смотреть на Москву. Если до 91 года этот вопрос стоял, еще кое-кто из больших политиков Молдовы, кто-то еще посматривал, что скажет Москва, что скажет Мария Алексеевна,
то сейчас уже после провозглашения независимости такой дяди, такой няни не было политической. Поэтому теперь я спрашиваю, если мы от Гагаузской республики Федор Иванович, я бы отступили хотел до- вернуться к давайте. тому, к той гипотезе или предположению, которое вот выдвинул Михаил, о том, что вот, было движение за сохранение гагаузского языка, Теперь я гагаузской чуть-чуть культуры, а коснусь этого. потом это Значит, все-таки переориентировалось больше на русский язык и для того, чтобы сохранить русский язык. Вот вы были у истоков этого движения. Имело ли это место быть? Значит, давайте так, определимся сначала 1957 годом. 1957 год. Зачем так далеко? Давайте 900 даты возьмем. Нет. Почему? Значит, 61 год вводится преподавание родного языка, обучение На на 3 родном года. языке. Так? На 3 года, так? Подождите, на месяц давайте, объявляется, Федор а Иванович, продолжается 3 года только. Значит, и тут Иван Мещерюк, известный историк, 3 письма подряд пишет Никите Сергеевичу Хрущеву о том, что необходимо создать болгарскую Гагаузскую автономную республику в составе неизвестном, со столицей Болград. Казалось бы, вроде бы должны заниматься гагаузской культурой, языком, а тут с языком сразу всплывает вопрос об автономии. Конечно, Никита Сергеевич, имея такие проблемы, он не мог пойти на это. Поэтому надо было сворачивать что? Что является предпосылкой? Сворачивать язык. Язык свернули. Свернули как обучение, как предмет. Вот сегодняшний день, идите посмотрите, Министерство просвещения Молдавской, Министерство образования Молдавской, нет приказа об отмене гагаузского языка предмета, но свернули. Потом мы пошли, 81 год, мы начали поднять этот вопрос. И что вы думаете, мы поднимаем вопрос только о преподавании, о возобновлении преподавания, потому что не был отменен приказ. И кто-то обязательно всплывает, и опять, что появляется вопрос? Какой? Об автономии. Политический. Политический вопрос. Но мы успели и ввели с помощью интеллигенции Министерство просвещения Молдавской ССР пошло навстречу, и в 1986 была уже подготовка преподавателей, а в 1987-1988 преподавание введено как факультатив в 7-8 классах. Федор Иванович, я благодарю вас за исторический ракурс и экскурс, который вы нас я вам вернули в те времена. Но мой вопрос, если вы вспомните, идея возникла для того, чтобы сохранять гагаузский язык, гагаузскую культуру. И вот И с ростом предположение, и с ростом, это как раз и привело. Это стало как раз генератором. Если эта идея только мерцала, то вот этот унинизм сгенерировал это и появился я отодвинул огонь. гагаузский язык На второй план. план и выставил пошел, русский. Правильно, все правильно. Сергей Михайлович, вот казалось бы, что вот 19 августа должно быть той датой, ну как минимум, в гагаузской общественности, которая может консолидировать или объединить общество. Но вот последние дни мы видим различные брифинги, высказывания и участников. Последние дни мы видим только брифинги. Да. И теперь как бы у нас есть и альтернативные мероприятия, посвященные празднованию этой даты, есть и официальные мероприятия, есть высказывания когда-либо единомышленников в этом вопросе, они теперь очень разные, они уже тоже эта дата развела почему-то по обе стороны баррикад. Вот почему так произошло и почему 19 августа не может стать этой объединяющей датой? Ну, в данном случае, сегодня, если мы берем всю эту ситуацию и рассмотреть ее, скажем так, под призмой или под лупой, то, конечно, очень много негативных явлений, связанных с тем, что действующая власть сегодня не в состоянии консолидировать общество. Да, у нас есть разнополярные мнения в гагаузском обществе, многие хотят так, вернее, одни хотят так, другие хотят так, но сегодня, к сожалению, на мой взгляд, исполнительный комитет Гагаузии, может быть, Народное собрание вкупе с ними в данном вопросе ведут себя так, как будто они отдельные граждане нашего общества, а все остальные это так. Поэтому надо выяснить и изучить, почему все-таки группа людей, которые стояли у истоков создания Гагаузской республики, Гагаузской автономии, чем-то недовольны. То есть надо провести какие-то дискуссии, что мы не так делаем, почему мы идем в этом направлении. Ведь подобные, скажем так, демарши были и раньше. Но каким-то образом нам удавалось, простите, находить общий язык
и где-то идти под единым знаменем. Почему сегодня это происходит? Ну, это экономическая составляющая, это и политическая составляющая. Последние, скажем так, положения или постановления, изменив Сергей закон, Михайлович, принятые парламентом. Я знаю сейчас- степень вашей дипломатии. Вы были достаточно долго во власти. Вот сегодня многие даты вызывают такой раскол в гагаузском обществе. Это, скажем, одна часть общества считает 2 февраля там, референдум, который прошел. Тоже объявляли каким-то праздником. Когда объявляется там празднование это или отмечать эту дату, опять появляются какие-то альтернативные мероприятия, появляются официальные мероприятия. 19 августа у нас есть альтернативные мероприятия, есть официальные мероприятия. Вот что происходит у нас в Гагаузии? Я думаю, что вы меня спросили в зале. Или- Да, потому что вы с точки зрения Меня своей спросили, дипломатии посмотрели на уходите от Эм, вопроса. Он получил Я думаю, Посыл. последние события именно в парламенте Республики Молдова, когда у нас непонятно, что принимается, и не принимается то, что согласовывается, я думаю, что впоследствии будут еще больше, скажем, разногласия вопросам празднования определенных дат, позиций по тем или иным вопросам, именно потому что основы нашей автономии размываются, на мой взгляд. Но они размываются не только благодаря или потому, что этого хочет элита Молдовы, но и благодаря тому, что наша политическая элита гагаузская не в состоянии продвинуть и пролоббировать свои интересы. То есть принимаются определенные, вырабатываются определенные решения на уровне совместной комиссии, которая была создана парламентом и Народным собранием. Но эти вопросы, которые обсуждались, они не довелись до конца. Они не были доведены до процесса принятия решения самим парламентом в том виде, в котором была договоренность. Почему это произошло? Я не знаю. Или нежелание, или же недоработка, или же недостаточно полномочий. Но тем не менее, все это создает то, что мы сегодня имеем. Разные мероприятия, разные трактовки тех или иных событий. Я думаю, что мы в скором времени придем к тому, что история вообще Гагаузии будет переписана. И вот это самая печаль. Да, Михаил? по поводу истории. Вот видите, господин Маринов, да? Нет. Федор Иванович Мариногла. Федор Иванович Мариногла, извините, Федор Иванович. Можно и так. Не можно за и так. недостатка неуважения к вам, абсолютно нет. Федор Иванович Мариногла нам в течение 10 минут провел такой очень важный и интересный исторический экскурс, который, к сожалению, мы не можем найти в книгах и в учебниках. Это как- есть. Что? Это есть. Где? Я вам покажу источники. Хорошо. Вы думаете, Источники... я придумал это? Нет, я не к тому, что Нет. вы это придумали. Я к тому, что мы небережно относимся Что к в нашей официальной истории. истории как бы Что этого нет. сегодня это должно... Это, казалось бы, история, которая всего лишь навсего 27-летней давности. Можно сказать, что это знает узкий круг лиц. Это узкий круг лиц знает, и все начинают по этому поводу недоговаривать, кривотолки, разнотолки и так далее. Еще раз повторюсь, мы очень небережно относимся к нашей истории. Эти вещи должны лечь вас в учебники или в конкретные публикации, которые должны быть общедоступны, которые должны быть напечатаны и распространены практически по всем школам, университетам и так далее. И без излишней политической идеологизации и факты, так как она была. Хронология должна быть. Второй момент, который я хотел бы отметить, это то, что почему у нас не получилось, возвращаясь к вашему вопросу, почему дата 19 августа является камнем преткновения или же датой, которая скорее вызывает конфликт или раскалывает общество, нежели объединяет. Мы в Гагаузии, к сожалению, пока еще не перешли из пророссийскости в прогагаузскость. Вот мы по-прежнему остались таким пророссийским анклавом, и Кишинев в этом видит опасность, и это абсолютно понятно. Вот если бы мы пришли... Я его поддерживаю. Это одна из главных причин. Если бы мы пришли и сказали Кишиневу: ребята, мы ориентированы на развитие Гагаузии, и вы наш главный партнер, а еще раз повторюсь, нашим главным партнером в строительстве Гагаузской автономии является Кишинев. Никто другой, ни Москва, ни Вашингтон, ни Анкара, ни Брюссель, никто. Главный партнер Кишинев. Мы должны вести диалог с Кишиневым. И Кишинев должен убеждать, уговаривать. Остальных партнеров должны привлекать в качестве медиаторов, помощников и так далее в этом процессе. Вот если мы покажем Кишиневу: ребята, для нас 19 августа это историческая дата. И мы ее рассматриваем исключительно как историческую дату, а не как какой-то символ борьбы гагаузского народа за непонятно что. Да?
Окончательно как историческая важная веха в нашей истории, но мы дальше, мы получили гагаузскую автономию, мы ее развиваем, мы четко понимаем, что мы часть Республики Молдова. Мы хотим жить в этом государственном образовании, в этом государстве, развивать свою культуру, развивать экономику и так далее, то я был уверен, что не было бы абсолютно никаких проблем. Потому что, но мы же продолжаем вот эту вот тему использовать, понимаете, мы продолжаем культивировать пророссийских, и нас, гагаузов, извините, ребята, имеют как сидоровых коз. Понимаете, мы выбрали президента, который является чемпионом по антигагаузским действиям. Обещал 5 квот, никаких 5 квот не дал. Обещал там, что гагаузские законы будут продвинуты в том виде, в котором они были предложены Народным собранием, и палец о палец за это не ударил. Понимаете, вот когда мы перестанем быть пророссийскими и станем прогагаузскими и промолдавскими, вот тогда, я думаю, у нас совершенно по-другому все пойдет. Федор Иванович, у вас как у участника тех событий, почему вот сегодня эта дата разъединяет гагаузское общество? 19 августа разъединяет. Но сегодня мы очевидно видим это и в медийном поле, что есть... Ну, послушайте, еще со времен Табунщика была введена альтернативная дата празднования 19 августа. Да, Вместо празднования Гагаузской республики мы праздновали День города да, непонятный, Камрадский. Да. Значит, что это такое вообще в политическом плане? Начиная с Табунщика и кончая сегодняшним днем. Это тот исторический факт, на базе которого в правовом поле действительно гагаузы могут и в дальнейшем проявить себя политически, но я не знаю, экономически и в социальном плане, но политически могут проявить. Поэтому она обязательно, эта дата, как бы старается отнести на второй план, чтобы о нем меньше говорили. Это делает официальная сторона. Гагаузы же, боясь, и они имеют право бояться, что автономия может на уровне Молдовы и сворачивается, и может свернуться полностью, потому что мы не знаем. И вот сейчас появилась надежда, потому что новые силы пришли политические. А до этого мы не знаем, что произойдет с Молдовой. Какие возможности, как Европа среагирует точно, потому мы не знаем, как среагирует Европа. Как среагирует тюркский мир, по этому вопросу не знаем. Как среагирует Россия, когда действительно совершится тот факт, который предполагает вот эта дата, на базе которой мы можем совершить новый акт политический. Еще неизвестно, какие силы как проявят себя. Потому что мы видим и Донбасс, мы видим и Крым, мы видим и другие точки, и не знаем, как все это проявится. Поэтому мы, правильно говорит Михаил, что мы сегодня должны быть в первую очередь прогагаузскими. Второй, очень раз наша территория в составе, сегодня находится в составе, раз пока в составе, мы должны быть обязательно промолдавскими. Если мы будем здесь, в Молдавии, будем больше пророссийскими или какими-то про другими, то, конечно, доверия к нам не будет. И второе, и смотрят нас со стороны, действительно, зачем мы взяли эту автономию? Когда идет процесс внутри Гагаузии, айсберговый процесс, если парламент его уничтожает, ослабевает на уровне статей закона Гагаузии, то здесь мы с вами его сворачиваем на уровне языка. Сегодня гагаузы не говорят, идите все, они не говорят, задача была такая. Сворачивается и здесь, то есть наши силы, наша власть, которая должна первая, вот имеет внутренние силы, остановить этот процесс. И можно остановить этот процесс. Мы не делаем, а мы занимаемся только политическими вопросами. Экономическими, политическими, но политика и экономика, деньги связаны экономика, и экономика связана с политикой. Я бы сказал, политика финансовая. Ну, если Марк сказал, деньги превращаем Сергей Михайлович, в политику, а потом опять деньги в политику. Без этого закона об особом статусе Гагаузии и уже официальное образование гагаузской автономии, которое существует и на сегодняшний день. То есть из Гагаузской республики мы пришли в гагаузскую автономию. Вот на ваш взгляд, состоялась ли эта гагаузская автономия на сегодняшний день? Ну, вопрос у вас, конечно. Тут очень много аспектов. Сказать на 100%, что она состоялась или не состоялась, трудно. Можем брать отдельные сегменты, говорить, что чего мы добились здесь, чего мы не добились в другом сегменте. Но в целом хочу сказать, что что-то, мне кажется, идет не так. Вот нет у нас некой политической культуры внутри Гагаузии, которая позволит говорить, что мы развиваемся. Мне кажется, идут процессы стагнации.
потому что каждый год мы видим желание вымывать определенные основы из гагаузской автономии. Причины уже тут Михаил с его точки зрения назвал, и мой коллега тоже назвал их. Но я считаю, что мы прежде всего сами должны быть уверены в том, что мы этого хотим. Хотим говорить на гагаузском языке или хотим говорить на русском языке, хотим развивать нашу экономику. Кстати, определенные тенденции по экономическому развитию в Гагаузии есть намного больше шансов делать более такие радикальные шаги в этих областях, нежели в Молдове. Но правовое поле, скажем, единая фискальная политика с Кишиневым не дает нам возможности выпрыгнуть за пределы, скажем, тех форматов, которые сегодня существуют. И, кстати, это является минусом в плане того, что в области экономики мы не достигаем того, чего хотим. А у нас очень много потенциала. У нас есть куда идти, как идти, есть идеи очень интересные. Я говорю о всех исполнительных комитетах, о всех башканах. Но если говорить о том, что вот в 1994 году все-таки мы получили статус автономии, который начал работать, закон начал работать где-то, по-моему, если не ошибаюсь, к 95 году, к середине 95 году, когда были проведены там соответствующие процедуры, то... И, кстати, Михаил сегодня коснулся вопроса, связанного с тем, что после того, как мы получили автономию, скажем, те башканы, которые продвигали генеральную линию Кишинева, они всячески старались дату 19 августа забыть. И, кстати, мы постоянно сталкивались с тем, что в этот день проводился День Комрата, путаница была, гости туда, гости сюда, непонятно, что мы празднуем. То есть все зависит от нас самих. Если мы будем иметь волю и желание, то, конечно, мы добьемся намного больших результатов, нежели то, что мы имеем сегодня. А если мы не хотим гагаузской автономии, то, конечно, каждый созыв парламента будет делать то, что делает сейчас, постепенно сводить на нет те позиции, которые сегодня заложены в законе об особо правовом статусе. А, Михаил, если мы вот приходим к выводу, что провозглашение Гагаузской республики послужило все-таки фундаментом образования гагаузской автономии, то у меня будет к вам вопрос, потому что вы занимаетесь исследованиями взаимоотношений Кишинева и Комрата. Политически гагаузская автономия сегодня состоялась? Ну, политически и административно... Нет, политически она, с моей точки зрения, не состоялась. Административно она состоялась. Как сказал в одном из своих исследований Игорь Пацан, уважаемый в Гагаузии эксперт, когда он изучал вообще избирательную систему в Гагаузии, была одна такая очень интересная фраза. Я процитирую господина Бацана и объясню, что я понимаю под этой фразой. Значит, он сказал так: если нам имеется в виду в Кишиневе, да, потому что он молдаван и живет там, то есть он говорит о молдавском большинстве. Если нам хватило смелости предоставить гагаузам политическую автономию, то почему же нам не хватит смелости предоставить им тот инструмент, без которого политическая автономия невозможна? Политически гагаузская автономия не состоялась по той простой причине, что у нас нет возможности создавать свои политические партии. И парламент не дает такую возможность. Ну, это закон. То есть закон не позволяет сегодня, закон о политических партиях Республики Молдова не позволяет сегодня создавать региональные партии или партии по национальному признаку. А как сегодня? А у гагаузов территориальная автономия. Территориальная автономия это не культурная автономия, это территориальная автономия, да, которая предусматривает политическую автономию прежде всего. В статье 1 закона об особом правовом статусе пишется черным по белому, что гагаузы на своей территории имеют право в рамках своей компетенции решать вопросы политического, экономического и культурного характера. Политическое — это ключевое слово. И у нас сегодня, а в любом обществе политические процессы движут политические партии. Без этого нельзя. Индивиды не делают политику. Политику делают организации. То есть, а организации создаются людьми в виде политических партий. И этого у нас, к сожалению, сегодня нет. Сегодня у нас есть какие-то определенные индивиды. И этим, мне кажется, Кишинев лишает себе возможности иметь на территории Гагаузии постоянного политического партнера, предсказуемого партнера, с которым можно выстраивать диалог. Потому что сегодня вся политическая жизнь сконцентрирована вокруг определенных индивидов. Вот Михаил Макарович ушел, его место заняла Ирина Федоровна Влах. Ирина Федоровна Влах уйдет,
и ее команда уйдет. И придет какой-то непонятный человек с непонятными какими-то лозунгами, с какими-то идеями. И как таким образом выстраивать диалог, как выстраивать автономию? У нас, обратите внимание, в этот переговорный процесс между Кишиневым и Комратом по созданию, по гагаузскому вопросу, да, по этим законам, у Гагаузии нет четкой позиции. Я не понимаю, в чем гагаузская позиция. Я не понимаю, как вот эти депутаты из Народного собрания, которые участвуют в этой рабочей группе парламентской, состоящей из депутатов парламента и Народного собрания, как эта позиция, которую они артикулируют в Народном собрании, как она согласуется здесь в Гагаузии. Это позиция Гагаузии или это позиция этих депутатов? И как эта позиция согласуется? Где позиция исполкома, где позиция Народного собрания? То есть этого нет. В других автономиях, это тот же Южный Тироль, мы к этому примеру неоднократно возвращались, и я думаю, еще неоднократно будем возвращаться. Там двигателем и локомотивом развития, политического развития автономии Южный Тироль была прежде всего Южно-Тирольская партия, народная партия. Эта партия существовала с момента создания этой автономии, и она двигала, она формулировала политическую повестку дня внутри автономии, она формулировала политические идеи, она их трансформировала в политические программы и представляла Южный Тироль во взаимоотношениях с Римом. Сегодня у нас в Гагаузии нет структур, которые представляли бы Гагаузию во взаимоотношениях с Кишиневым. У нас есть индивиды, которые вступают в переговоры с отдельными чиновниками в Кишиневе, но я не вижу консолидированной политической позиции. Как таким образом можно развивать политическую составляющую автономии? Мне непонятно. Федор Иванович, что касается культурного развития, с момента перехода Гагаузской республики в Гагаузскую автономию, как обстоят дела у нас с культурой и получила ли развитие гагаузская культура? Я бы не так сказал. Вот какой эффект и что за эффект получился с года введения преподавания родного языка, это 87 и 88 год. Вот здесь надо рассматривать разницу. И что, когда мы получили автономию? Мы как имели эти учебники для 7-8 классов, мы получили автономию, нам учебники сделал Сорос. Значит, потом, по сегодняшний день мы не имеем учебников, мы в лицейском классе. То есть дядя Сорос хороший, да? Это в период уже Гагаузской республики, автономии, мы не имеем учебников. Ну почему? Есть же какие-то гагаузские учебники, нет? Ну, настоящих учебников-то нет. Это для 10, 11, 12 классов, это есть тексты, но не учебники. Это просто сборники текстов, которые в программу включены. Вы первые учебники имеете в виду те бежевые учебники на кириллице, да? Самые первые, которые были сделаны. Вот. Что нового сделано? Да, сегодня издается много литературы научной на базе уже бюджета Гагаузии. Имеется, вот есть специальная статья расходов по изданию художественной литературы, вот есть специальная комиссия, об этом направлении есть. Но вот что мы должны сделать, чтобы возьмем 1835-39 год, когда Кавказ был присоединен к России, ведь первый класс, второй класс тогда еще обучались на армянском, на азербайджанском, а русский язык учили как предмет. Потом переходили, обучили на русском языке, а родной язык... Почему мы по этому пути? Это самое элементарное, с чего надо начинать. Садики нам закрыли, садики свернули, у нас сегодня садики свернули гагаузский язык. Все, садик свернул гагаузский язык. Во дворе все воспитатели говорят с детьми только на русском языке. Родители по дороге в садик, с садика домой говорят на русском языке. Вот старшим сыном дочери говорит на гагаузском, а с младшим сыном говорит на русском, а вот уже вот эта средний сын или дочь, она говорит с младшим на русском, понимаете? Это уродливая форма манкуртизации. Почему манкуртизация? Можно по-разному сказать, это ассимиляция, но это не ассимиляция, это манкуртизация. Почему? Ведь у нас, если другие народы потеряют свой язык, не имея своей государственности, то мы теряем. Когда нам предоставили эту государственность, в первую очередь Европа поняла, что да, действительно этому народу надо, возможно, сохранить родной язык. Федор Иванович, может быть, причина в этой ситуации лежит в 80-е годы, когда изменилась идея
с обретения самой государственности, когда из сохранения гагаузского языка и Из гагаузской прогагаузского культуры движения оно превратилось в превратились в пророссийское, может, корни там? Нет, это есть язык, который сегодня доминирует в регионе. Это русский язык, и это не отнимешь, никогда не отнимешь. Но изменить менталитет гагауза надо, чтобы он говорил на двух языках своим ребенком. Вот важно. Это элементарная, разъяснительная работа, наверное, все-таки понимание, что этим сворачиваем, мы отвернется от нас и тюркский мир, потому что если мы не будем говорить на тюркском, забудем, скажем, зачем мы с этим народом имели дело, они, оказывается, совсем другие цели, меркантильные цели, больше ничего нету этого. Ну, послушайте, прежде чем требовать от людей говорить на гагаузском языке... Нет, я говорю, те, которые знают. Я не говорю, как тех не знают. Это не реплика на то, что вы сказали, это просто констатация факта. Я говорю о тех, которые знают и не говорят, а их большинство. Вот сегодня очень многие говорят о том, что нужно делать что-то, принимать какие-то законы, принимать какие-то программы, политики и так далее. Сегодня власть должна начать прежде всего сама с себя. Элементарно у нас есть закон о функционировании языков на территории Гагаузии, принятый в 1998 году. Согласно этого закона на территории Гагаузии действует 3 официальных языка. Это гагаузский, молдавский, русский. Да? Но эти языки не защищены, они не имеют одинаковую защиту. Закон предоставляет, почему? Он говорит, что есть официальные языки, и если официальный язык, значит должны быть все названия улиц, названия учреждений, должны быть на этих 3 официальных языках. Но рабочий язык органы власти могут выбирать, какой они захотят из этих 3. И понятное дело, потому что все получили образование на русском языке, они выбирают русский язык. Но закон не предусматривает и не обязывает Народное собрание и исполнительный комитет все свои законы, все свои документы, постановления переводить на все 3 языка. Нет такого обязательства. Вы найдете сегодня хотя бы один закон на гагаузском языке и на молдавском, помимо тех, которые были приняты и проголосованы на гагаузском языке. И вот следующий вопрос. Какой хаос в наших понятиях в этих вопросах? Функционер сказал. Вот вы знаете, молдавский язык государственный язык. На уровне функционирования государственного уровня у нас это делается на уровне документации. Документация идет на молдавском, на русском. Это государственный язык. На уровне русского языка идет общение, заседание. И все. То есть, где приоритеты? Мы куда идем? Нет, мы сейчас не будем лингвистические приоритеты выставлять, потому что это очень сложный вопрос. Нет, это не сложный вопрос. Сергей Михайлович, вот в завершении программы мы должны понять, где мы живем. Из Гагаузской республики в Гагаузскую автономию. Пока мы не очнемся. Это был консенсус, на ваш взгляд, или уступка? Это была уступка, скорее всего. С чьей стороны? Со стороны гагаузов. Ну, это право. Потому что все-таки можно было добиться больших моментов, скажем так, для гагаузской автономии. Я не говорю там о каких-то сепаратистских тенденциях и так далее. Для именно политического устройства Гагаузии. Кстати, вы коснулись этого вопроса, и последние положения, связанные с изменением процедуры выборов в парламент, говорят о том, что Гагаузия будет иметь 3, сколько я еще не говорят, предполагается. Информирован, да, 3 квоты или 3, скажем так, депутатских кресла от Гагаузии. Но это будут депутаты не от Гагаузии, это будут депутаты от политических партий, как правило. Либо они пойдут независимые, но будут поддержаны теми или иными политическими формированиями. Я хочу поддержать здесь Михаила, что если бы у нас была и политическая автономия, если бы у нас была возможность иметь политические партии, кстати, в 2014 году мы с Михаилом Формузалом создали движение «Единая Гагаузия». Мы думали, что будет прообраз некого политического проекта, который... В 2014-2014? В 2004, прошу прощения. Да. Впоследствии парламент все-таки позволит и сделает изменения в законы, и, скажем так, народ Гагаузии сможет иметь возможность выбирать именно политические партии в свой парламент, народное собрание. Но этого не произошло. Сейчас мы бы имели такую возможность и выбирали бы этих депутатов от партии именно с Гагаузии. Они были ответственны перед гагаузским народом. Сегодня этого, к сожалению, не произойдет. И опять-таки эти люди будут подответственны политическим партиям, политическим лидерам, как говорил Михаил, применительно к Гагаузии, а не народу Гагаузии. И я думаю, что все-таки это была уступка. Но тем не менее,
спасибо, что так. Спасибо, что у нас не было войны, не было жертв и всех остальных негативных последствий, которые мы сегодня наблюдаем на других постсоветских республиках. Михаил, консенсус или уступка? Я думаю, что мы получили ношу не по себе. Я не вижу потенциала сегодня ни политического, ни административного освоить даже те полномочия, которые были даны. Как бы я, может быть, может кто-то со мной не согласится, но я этого не вижу. Если сегодня вопрос стоит на поверхности и лежит, что без политических партий мы не можем развивать политическую автономию, а гагаузская автономия сегодня является прежде всего политической автономией, и эта позиция не артикулируется на уровне официальных органов власти, но о чем можно говорить? С моей точки зрения, мы взяли ношу не по себе. Мы не готовы ни экономически, ни с точки зрения человеческого потенциала, ни политически к освоению тех компетенций, которые были предоставлены. А было предоставлено очень много. И вот этот закон, да, закон об особом правовом статусе, он несовершенен, но он предоставляет очень широкие возможности. Мы должны теперь шаг за шагом это все воплощать в жизнь, отражать в остальных законах для того, чтобы это работало. Но я пока не вижу такой возможности. Федор Иванович, консенсус или уступка? Это компромисс. Почему? Потому что если бы не было бы компромисса, вот сегодня вот этой чехарды и не было, если был бы консенсус. А компромисс, и на базе этого компромисса потом еще залезли, и мы еще начали клевать то, что дали. Но компромисс это кто-то, значит, одна из сторон уступила больше, чем получила. Это мы уступили больше. Кишинев сказал бы наоборот. Нет. Ну, естественно, это естественно. Вы представляете, как это? Гагаузская республика отдали Гагаузскую Советскую Социалистическую Республику в составе Молдовы и потом пошли до Гагаузии. Разве это не компромисс? Разве мы не ушли на 2 шага Мы же отказались назад? от Гагаузской А республики. Молдова ни одного шага не уступила. Мы же отказались от Гагаузской Она республики только для того, дала. чтобы поняли, что Она мы, только дала, ничего не уступила. что мы не тянем. Я благодарю вас за дискуссию. Напомню нашим зрителям и радиослушателям, что вы смотрели программу Freedom Live в прямом эфире информационного портала Гагаuz Медиа и слушали нас на волнах Просто Радио. Сегодня мы говорили на тему из Гагаузской республики в Гагаузскую автономию. Консенсус или уступка. Но надеюсь, что каждый житель Гагаузии, зритель и радиослушатель, которые смотрели, слушали нас, сами сделают выводы о том, что же для них ближе из того состояния дел, которое сегодня происходит в автономии. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на портале Гагаuz Медиа.